В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Благополучие детей всегда было и остается одной из приоритетных задач внутренней политики Российской Федерации. Для полноценного всестороннего развития ребенка необходимо его надлежащее материальное обеспечение. Какова ответственность родителя за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей? Об этом мы сегодня поговорим. Наша гостья в студии Анастасия Ильина, помощник прокурора города Якутска. Анастасия Иннокентьевна, здравствуйте. Добрый день. Кто у нас в стране, соответственно, и в нашей республике, давайте расскажем, обязан платить алименты? В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родитель обязан оплачивать алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, либо совершеннолетних, но не трудоспособных детей. Также сами совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться и содержать своих нетрудоспособных родителей. А каков вообще порядок взыскания алиментов, если он допускается? Да, имеется несколько вариантов взыскания алиментов. Например, это возможно между родителями, либо между ребенком и родителем, возможно, нотариально заверенное соглашение заключить, либо уже лицо само может обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. То есть это отец или мать? Да, отец или мать, которые заботятся о ребенке, например. Какая ответственность предусмотрена в связи с неуплатой алиментов? Например, если кто-то из родителей отказывается или, может, сами дети, да? Да, но, как правило, у нас в стране в большинстве случаев оплата алиментов производится с родителей, а не с ребенка. И ответственность предусмотрена разная, административная и уголовная. К примеру, в том числе ответственность, возможно, ее установить по соглашению сторон. Если, например, по соглашению сторон в определенном порядке установлена данная ответственность, то ответственность будет в соответствии с данным соглашением. При этом, если же решением суда лицо обязано уплачивать алименты, то в случае, если умышленно он без уважительных причин в течение 2 или более месяцев подряд с момента возбуждения исполнительного производства не оплачивает алименты, то он уже привлекается к административной ответственности. При этом, если это деяние уже совершено неоднократно, то он уже привлекается к уголовной ответственности. А в каких случаях возбуждается уголовное дело, в связи с неуплатой алиментов? Это, вы сказали, больше года, если не уплачивает, И что считается вообще злостной неуплатой? Вообще, уголовные дела данной категории именно по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка либо на содержание нетрудоспособного родителя, оно расследуется органом принудительного исполнения Российской Федерации, то есть службой судебных приставов. В таком случае само лицо, то есть взыскатель, оно может обратиться в службу судебных приставов с заявлением о привлечении к уголовной ответственности должника, который умышленно без уважительных причин уклоняется от уплаты алиментов. Либо же сами служба судебных приставов, исполнителей, они при обнаружении признаков состава преступления уже принимают меры к возбуждению уголовного дела, а именно проводят процессуальную проверку, и по результатам которой уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. И как ранее я отмечала, что уголовная ответственность наступает при неоднократности деяния, то есть при злостном уклонении. А это именно, если лицо в нарушении решения суда, либо нотариально удостоверенного соглашения более 2 месяцев подряд, 2 или более 2 месяцев подряд с момента возбуждения исполнительного производства не оплачивает алименты, он привлекается к административной ответственности. И уже если он умышленно также без уважительных причин продолжает не оплачивать алименты, при этом уже в его действиях будут усматриваться признаки состава преступления. И в таком случае уже возбуждается уголовное дело, если лицо еще считается подвергнутым к административному наказанию по неуплате алиментов. Вы сказали по уважительной причине, какие они могут быть?
Да, но без уважительных причин это понимается, что человек официально не трудоустроен, в Центр занятости населения не обращается за медицинской помощью, чтобы доказать свою нетрудоспособность, также он не обращается. И, конечно, бывают случаи, когда человек частично оплачивает, да, алименты, но хотелось бы отметить, что также частичная оплата алиментов, она может быть, привести к привлечению к ответственности, поскольку алименты должны оплачиваться именно в установленном судебным решением размере, либо уже соглашением. То есть при умышленной частичной неоплате также могут привлечь к ответственности. Анастасия Иннокентьевна, расскажите, а есть ли какие-то причины не платить алименты матери или отца в случае? Я считаю, что не должно быть таких причин, поскольку все равно каждый родитель, он должен и обязан заботиться о своем ребенке, несмотря на все обстоятельства, которые возникли между родителями. К примеру, если рассматривать взаимоотношения между родителями и ребенком. То есть по закону платить алименты обязаны? Да, все, все обязаны платить алименты. А какое наказание, предусмотрено по данной категории уголовных дел, если все-таки не платят? Данная категория уголовных дел предусматривает несколько видов наказаний, а именно согласно санкции статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо может быть привлеченного к ответственности, и ему может быть назначено наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, принудительные работы также на срок до 1 года, либо арест до 3 месяцев и также лишение свободы до 1 года. При этом хотелось бы отметить, что ввиду новых изменений в законодательстве, а именно в Уголовном кодексе, исправительные работы они могут быть назначены только тому лицу, у которого есть основное место работы. Если все-таки уголовное дело заведено, тогда есть ли поддержка от государства? Что в этом случае делать? Что не платит один из родителей? Да, но в таком случае все равно уголовное дело по результатам расследования направляется в суд. И уже в ходе судебного заседания устанавливаются причины неоплаты алиментов, устанавливаются все обстоятельства, которые подлежат доказыванию. Также приглашается подсудимый, его защитник, также законный представитель несовершеннолетнего ребенка. И уже выясняются все обстоятельства. При этом бывают такие случаи, когда сами должники, они частично либо оплачивают, либо уже полностью погашают задолженность. Когда уголовное дело в отношении должника может быть прекращено? Есть такие основания, имеются несколько оснований, предусмотренных законодательством, в том числе и по нереабилитирующим основаниям. К примеру, в связи с деятельным раскаянием в отношении должника возможно прекратить уголовное дело, либо в связи с примирением сторон. В связи с деятельным раскаянием возможно прекратить уголовное дело, если лицо впервые совершило данное преступление, именно небольшой тяжести, если оно добровольно явилось повинной, активно способствовало раскрытию и расследованию преступления и обязательно возместило ущерб, то есть оплатил ту задолженность по алиментам, которая ему вменяется за определенный инкриминируемый период. При примирении сторон возможно также прекращение уголовного дела. В таком случае также лицо должно быть впервые привлекаемое за совершение преступления небольшой тяжести. При этом должно быть достигнуто примирение между подсудимым и потерпевшей стороной, и также должен быть возмещен ущерб. Но по примирению сторон способ возмещения вреда, способ заглаживания и размер заглаживания вреда, он устанавливается именно потерпевшей стороной. Это несовершеннолетним ребенком, либо его законным представителем. Также статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает по примечанию номер 3 прекращение уголовного дела, а именно освобождение от уголовной ответственности в отношении лица, который полностью оплатил задолженность по исполнительному производству. То есть он оплатил задолженность не только ту, которую ему вменяется за определенный инкриминируемый период, а уже с момента возбуждения исполнительного производства.
А что вот нужно делать, если вот один из супругов не платит алименты? Что для этого нужно? Куда нужно обратиться? Необходимо обратиться в Федеральную службу судебных приставов. Если, например, исполнительное производство не возбуждено, то, естественно, надо сначала обратиться либо в суд, либо постараться заключить нотариально удостоверенное соглашение, да, для оплаты алиментов. Но если уже исполнительное производство возбуждено, то в таком случае необходимо обращаться именно в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они были в курсе. Да, исполнительный лист, он подается как бы в Федеральную службу судебных приставов, и они уже занимаются непосредственно взысканием алиментов. А, Анастасия Иннокентьевна, вообще каково количество уголовных дел вот именно данной, да, категории, рассмотренных в суде именно в нашем городе? За 5 месяцев 2026 года Якутским городским судом Республики Саха-Якутия рассмотрено 39 уголовных дел в отношении 39 лиц. За 12 месяцев 2025 года рассмотрено 131 уголовное дело в отношении 131 лица. А насколько успешно такие дела вот у нас завершаются на практике, если так подумать? Реабилитирующих решений не вынесено, то есть оправдательных приговоров, либо прекращений в связи с тем, что у должника нет состава преступления и так далее, таких решений нет. Все дела рассмотрены, по большинству дел вынесены обвинительные приговоры. Бывали случаи, когда уголовные дела прекращали, вот как ранее я уже говорила, там и с примирением сторон, и с примечанием к статье 157, то есть когда должник оплатил всю задолженность по алиментам. А вот супруги обязательно ли должны быть в браке? Только после этого можно подать алименты или все-таки нет? Я знаю, что вот если не в браке не состоят, то как тогда? Главное, чтобы отец либо мать были указаны в качестве отца или матери, либо устанавливают в таком случае отцовство. И уже при установлении отцовства также решается вопрос по уплате алиментов. То есть если этого нет, по закону, к сожалению, да, не получится взыскать алименты? Да. Спасибо, Анастасия Иннокентьевна, что сегодня к нам пришли. Действительно было интересно послушать. Спасибо за приглашение. Я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.